соцфонд на списание безнадежных должников целый список обкелптер, да, анын ичинде действующие бизнес-предприятия. Абдан кызыктай ситуация у калды, да, и прибыльные предприятия, крупные предприятия. И у меня вот здесь возникает вопрос к правительству. Ну, если мы так подходим к безнадежным должникам, почему бы не списать безнадежных кредитозаемщиков? Именно на суды, которые брали. Почему мы так к этому тогда не подойдем? То есть бизнес, кто на этом зарабатывал, кто сейчас существует, оказывается, им долги планируется списать. Более того, это было задание парламента, но я вот на свой период не помню, когда мы такое задание давали, да, видимо, как-то так это прошло. Есть ли такая возможность подумать о безнадежных должниках? У нас люди, кредиторы, точнее кредитозаемщики, которые берут заемщик сервис, они и суицидами заканчивают. Есть, которые сроки давности утратили. Какая политика государства в этом плане планируется? Вы рассматриваете ли своих граждан, ну как бы помощь своим гражданам, да? Мы создаем очередное ведомство, у нас ГИК есть, у нас банки есть, у нас государственные банки есть, да? А почему мы не думаем о тех гражданах, которые под огромные проценты много лет назад на приобретение жилья взяли кредиты, все, и они вот прогорели, у них и бизнес отбирают, и ладно бизнес, у них дома отбирают. Вот безнадежные долги. Мы как-то, вы планируете рассмотреть вариант, да, вот как с бизнесом? Соцфонд, чем список менгельптер, да? Мы хотим списать, там огромные целые корпорации хотят списать безнадежные долги действующей корпорации. И также вот с кредитозаемщиками. Вот такое вообще планируется, рассматривается. Там с отдаленных регионов просто очень много людей обращаются в парламент. Вот здесь мои коллеги также, 120 депутатов, как минимум получают несколько таких обращений в месяц. О том, что у людей отбирают дома, что много лет прошло, проценты увеличиваются, они не могут выплатить, да. При этом вот такие законопроекты вы приносите, мы их принимаем, мы расширяем штат госаппарата, мы раздуваем штат бюджетников, у нас идут расходы. Что делать с этими людьми? Как государство на это собирается реагировать? Нацбанк политику какую планирует, Минэкономики, что вы там рисуете по отношению к нашим гражданам? Өкмөт, көз карашыңыз кандай? Айтсаңыздар, что делать? Им продолжать суицидами заканчивать жизнь? Мы думаем о своих гражданах? Что мы планируем? Вот кто сможет мне на это ответить? Какое-то видение у нас есть долгосрочное? Потому что вот это вот мы жилищные... Еще одно ведомство создадим. Хорошо, мы еще кому-то даем шансы. Но вот та ловушка, в которую попали по большим кредитам, по большим процентам ранее наши граждане, уже много лет тянется, они и судятся, у них и забирают, они остаются на улице, целые семьи разрушаются, кто-то мигрирует в Россию, не может это выплатить. Что государство думает по этому поводу? Что думает правительство по этому поводу? Что министр экономики думает? Что председатель Нацбанка думает по этому поводу? Не у всех есть возможность получать какие-то льготы, да, суды. А вот именно ушел ситуацияларды, чем кредиттерды. Я это почему говорю? Потому что вот так, как раз-таки тот законопроект соцфонда, который вернули назад в комитет, он был связан именно с этим возмущением. То есть гражданам, значит, мы не можем списать безнадежные долги, а работающим прибыльным предприятиям в сотни миллионов мы можем. Уважаемая Ильюша Галбековна, значит, мы этот вопрос изучали, конечно, этот вопрос очень актуальный, большое количество наших граждан имеет такие задолженности. Уникальная ситуация в том, что это долги, которые возникли в результате гражданско-правовых отношений, когда заемщик и взаимодавец – это два частных лица, которые реализовали свои права на основании договора. И два варианта решения мы рассматриваем. То есть первый вариант, он более сложный, это выделение из бюджета каких-то средств для того, чтобы компенсировать. А если он брал в Аилбанке?
Ну, Аилбанк у нас хотя... Ну да, там есть доля же все-таки государства. Нет, государство владеет акциями, но по своей сути в свидетельстве о госрегистрации это тоже компания, основанная на частной форме собственности. Но мы его негласно всегда называем государственным банком. И Мы операции считаем, что мы какие-то... собственники, но само предприятие тоже основано на частной форме собственности. Но есть другой вариант, который мы сейчас изучаем. То есть есть практика, у нас сегодня есть закон о банкротстве, который предполагает только банкротство субъектов предпринимательской деятельности. А в мире есть еще понятие банкротства физического лица, которое в том числе предполагает ограничения на наложение взыскания на определенные перечни имущества. То есть если должник стал неплатежеспособным, не может погасить задолженность по кредиту перед банком, то его можно будет признать банкротом, но при этом обеспечить какие-то минимальные условия для его проживания, чтобы они не взыскались. Ну, то есть какая-то минимальная жилплощадь, там, еще какие-то вещи, которые... Это у нас законодательно прописано? Нет, этого у нас еще нету, этот закон необходимо прорабатывать. То есть почему за 28 лет, Толкун Мырза, мы такое не внесли? Урмату Өкмөт Мечелери. 2019 год на дворе. Наши граждане продолжают вешаться, продолжают мигрировать, продолжают оставаться в банкротном состоянии. Почему умные товарищи в правительстве это не внесли? За 28 лет. Закон о банкротстве, он изначально предполагал как закон, который стимулирует развитие экономической деятельности, чтобы не вызывать серию неплатежеспособности. Но вот последние тенденции в мире сейчас этот закон стали трансформировать и применять в том числе для физических лиц, которые не задействованы в предпринимательской деятельности. Мы считаем это практикой правильной, сейчас изучаем возможность разработки такого закона. Хорошо, это Толкун Мырза, для статистики, сколько у нас сейчас вот таких вот должников? На сегодняшний день в Кыргызстане, в коммерческих, у вас должна быть общая цифра. Сколько процентов обычно не могут возвратить? Безнадежные должники. И есть ли какая-нибудь статистика, сколько людей свели счеты с жизнью из-за невозможности выплатить долги? Нет таких данных, потому что это неинтересно государству. Я не видела ни в одном СМИ, нигде не видела таких данных. Мы только констатируем, мы как пожарники работаем. Умер, потом скрывается. Почему? Потому что не смог выплатить долги. Бросил детей. Вот я поехала вчера в Сокулук и была в училище. Практически там большая часть сирот, лицей в Сокулуке. И половина детей, которые там есть, родители оставляют детей мигрантов, уезжают. И мне ол десе кредит, біреу айтады, говорит, кредит алдық элек, ошоны төлей албай атайнам кетти, үй алабыз деп. Это ближайший к Бишкеку район. А что в остальных происходит? Почему об этом никто не задумывается? Урматтуу өкмөт өкүлдөрүбүзгө бияктап мына отурасыздар, силерге сураныч, президенттин өкүлү отурасыз, өкмөт өкүлү отурасыздар, да? Это большая трагедия нашего времени. И этот законопроект нужно, если его можно внести, давайте будем его вносить. И пусть это со стороны правительства будет таким вот очень хорошим шагом. Толкун Мырзага да кайрылат элем, да? Вот вы долго цифры ищете, потому что это вам не интересно, это никому не интересно. А по 500 миллионов списывать, значит, действующим прибыльным предприятиям, льготы давать бизнесу мы можем. Я говорю, вот это было маленькое мероприятие, с которого я вчера поздравляла детей, я настолько была шокирована, что цифры очень большие. Детей по 3-4 ребенка, старшему там по 13-14 несовершеннолетние, бросают соседям и уезжают. Кредиты берут, югалаткен, на недвижимость берут, уезжают. А зачем вот создаем, растягиваем, расширяем бюрократию, создаем ведомство на ведомстве. Госбанк десеңіз, Айылбанк жоқ, азыр мындайда частный банк деп жооп бере атасыз. А мындай мыйзамдарды качан киргизебиз анан? Рахмат, просто вот это вот, я очень прошу, депутаттар киргизсе эле сразу эле шайлоо нас на популизм деп бизден эме урушуп чыгасыңар, да? Поэтому өкмөт мүчөлөрү силерге сураныч, сиз тараптан ошондой мыйзам кирсин, да? Пени и штрафы появляются, не на пустом же месте, из-за безнадежных долгов, правильно? Ошол карыздар үчүн. Бул жерде айтылган сөздө ошол эгер биз, мен претензия деле койбосом, просто мындай да, эгер биз иштеп аткан предприятиялардын эмелерин, штрафтарын ошентип пенияларын азайтканга, хотя бы пени убрать деп киргизип атсак, давайте тогда безнадежным заемщикам тоже хотя бы эти пени, проценты уберем. Давайте так посмотрим, если полностью государство не сможет взять на себя обязательства. Это я просто привожу в параллели для сравнения.
Биякта мен күнөөлөгөн жокмун, тем более парламент өзү киргизди деп атасыз. Ошондуктан мен коллегаларга да айткан жерим, мен ушуну эмеден из учета чыгып кетиптир да. Я вот не могу вспомнить, когда мы такое пропустили, что мы сами дали список деп атасыңар. Ошол кайсы депутат именно ошол иштеген предприятиялар списоктарын берди экен, мага абдан кызык болуп атат да. Таба албай калдык да, аягындачы баш аягы жок. Кайсы депутат именно ошол списокко действующий бизнести ким лобби кылып, ким киргизгенин атын таппай калдык да. Это очень важно. И поэтому я здесь просто сравниваю, что и если вы формировали, сунуштаган депутаттарды мындай тартынбай эле бизге айтып хотя бы берип койсоңор да болмок да. Мне для себя тоже интересно, кто так нагло лоббирует предприятие. Это бессовестно. А вот такие вот законопроекты, банкротство, адамдын банкротствосы ушундай кредиттер боюнча киргизелик десек, парламент 100% колдоп берет. Просто өкмөт тарабынан буга дагы бир неме болуш керек да. Саясий мындай эрк болуш керек да. Бул абдан туура и убакыты менен келе турган мыйзам болуп калат азыр. И Министерство экономики, пожалуйста, вы просто сделайте прогноз, доложите своему руководству, что вот такие вещи происходят. Это снимет большое социальное напряжение. Это будет огромный плюс правительству. Ну, хоть какие-то заслуги мы все время критикуем, но тогда это будет такой большой, жирный большой плюс и большой такой позитив происходящим, чтобы было за что похвалить. Пока народ и вас, и нас за штрафы, за УПК, ведь только один негатив идет. Спасибо.